Добрый день, уважаемые участники нашей очередной встречи. Мы продолжаем разговор об обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Хочу напомнить, что зовут меня Ольга Викторовна Юркова, старший методист Центра психолого-педагогического сопровождения специального инклюзивного образования и интернатных учреждений КРИРО и ПК. Итак, мы продолжаем разговор. Я бы хотела напомнить, что главная цель наших с вами встреч не рассказать вам весь объем и научить вас практическим каким-то действиям работы с детьми, страдающими расстройствами аутистического спектра, а главным образом пока познакомить, пока ввести вообще в суть дела. Итак, у нас уже прошло 2 встречи, 2-я встреча была не очень удачная, но я думаю, что мы сегодня компенсируем все, что мы не сумели сделать в прошлый раз. И я обещала, что мы с вами будем наш каждый разговор начинать рассказом о том человеке, который, собственно говоря, страдал расстройствами аутистического спектра. Или есть предположение, что у этого человека были такие свойства. Вот об этом человеке до сих пор историки спорят, действительно ли он страдал ранним детским аутизмом или нет. Итак, Вольфганг Амадей Моцарт. Есть предположение, что его феноменальные музыкальные способности были в рамках вот как раз расстройства аутистического спектра. Кроме всего прочего, этот человек имел уникальный музыкальный слух, и он имел очень серьезный обостренный слух. Для него громкие звуки доставляли серьезный дискомфорт. Он не любил слышать громкие звуки. Кроме того, Амадей Моцарт очень сложно вступал в контакт в общение с другими людьми. Для него было мучительно находиться в большом обществе. И очень часто, когда он там находился, он выкидывал коленцы, что называется. И поэтому даже на сегодняшний день историки, медики, психологи до сих пор спорят, был ли он аутистом или не был. Ну, вот если вы прочитаете его небольшую характеристику, то, собственно говоря, многими чертами ребенка с расстройствами аутистического спектра он обладал. То есть это опять говорит о том, что если ребенок раз появился на свет, то ему только одна дорога в инвалидный дом, и что он не может социализироваться, и что он не может вести, собственно говоря, полноценный образ жизни. Одно дело, что у него есть первичное нарушение его развития, а вот как он попадет в руки специалиста, когда он попадет к серьезным специалистам, когда будет организовано с этим ребенком психолого-педагогическое сопровождение. И последствия, вторичное как раз нарушение, зависит от этих сроков. У нас в нашей стране, да в любой стране, все специалисты, которые работают с детьми с расстройствами аутистического спектра, они делят детей на определенные группы диагностические, где есть определенная характеристика этих детей. Провести такую диагностику, как с нейротипичными детьми или с детьми других назальных групп, с этими детками очень трудно, потому что мы до конца ведь не знаем, что, собственно говоря, этот ребенок умеет делать, что он знает, какие тесты ему предложить для того, чтобы определить уровень его познавательной деятельности, чтобы определить уровень игровой деятельности. Главное, что мы главным образом должны за этим ребенком наблюдать. Вот наша с вами задача педагогов – организовывать педагогическое воздействие, педагогическое наблюдение за этим ребенком. Я хочу сказать, что медицинская диагностика тоже существует, она очень громоздкая, она очень объемная, поэтому, наверное, говорить о том, какие там медицинские тесты проводят с ребенком, страдающим ранним детским аутизмом, мы не будем, потому что это не наша сфера деятельности. Я хочу сказать, что диагностикой этих деток должны заниматься клинические психологи
и психотерапевты, и психиатры. То есть это их сфера деятельности. Работать с ребенком с РДА может педагог-психолог, а вот диагностировать этого ребенка должен клинический психолог. Мы с вами, как педагоги, и в соответствии с ВГОС детей с ОВЗ, имеем право проводить диагностическое обследование в процессе наблюдения за ребенком. Другое дело, что эти наблюдения могут быть очень длительные. Это неделя, не неделя и не 2 недели. Такие наблюдения могут идти до полугода, когда мы выявляем особенности ребенка. Я сейчас попрошу моего помощника переключить. И мы с вами вернемся к тому, о чем говорили в прошлый раз. Итак, существует триада аутистов. Триада, то есть 3 специфических черты. Если у ребенка это определяется, значит мы можем предположить, что ребенок у нас страдает ранним детским аутизмом. Так, нет, мы это выключили. Так, давайте вернемся к триаде аутизма. Если мы в процессе наблюдения, в процессе взаимодействия с ребенком обнаружили, что у него явное нарушение коммуникации, он не может вступать в общение с другими людьми. Если... Можно меня убрать? Если мы с вами обнаружили, что у ребенка есть нарушение социального взаимодействия, он не стремится к общению ни с детками, ни со взрослыми, и если мы с вами наблюдаем у этого ребенка стереотипичность поведения, значит мы можем предположить, что ребенок страдает ранним детским аутизмом. Нам с вами очень интересна классификация Ольги Никольской. Вообще этой классификацией пользуются все специалисты нашей страны, и в основе диагностического обследования лежат ее критериев, которые предложены этим специалистам, и ее с авторами. Итак, она предлагает вот такое деление. Первая группа – группа полная отрешенность. Вторая группа – активное отвержение внешней среды. Третья группа – захваченность аутистическими интересами. Четвертая – сверхторбозивность ребенка, окружающей его средой. О чем я хочу вам сказать. Когда мы наблюдаем за ребенком, и если у него определили те черты, которые указаны для той или иной группы, значит, собственно говоря, мы с вами и проводим диагностическое обследование этого ребенка. Поэтому в прошлый раз мы с вами сказали, ранний детский аутизм, он очень разнообразен по проявлениям, он очень разнообразен по выраженности, он очень разнообразен по тяжести, которым страдает ребенок. Так, вот к этой таблице мы с вами еще вернемся, она нам очень нужна. Так вот, 4 группы, которые определяет Никольская. Первая группа – это полная отрешенность от происходящего. Посмотрите, пожалуйста, это наиболее тяжелая группа детей. Как правило, эти детки вообще не вступают в общение ни со взрослыми, ни с детьми. У нас такой ребенок был в группе. Он в группу заходил, не проявляя никаких эмоций. С первой минуты присутствия в детском саду ему было совершенно все равно, где он находится, кто вокруг него. Он ходил в течение дня по группе. Я хочу сказать, что вот его обследование окружающего мира, его изучение окружающего мира заключалось в том, что он, собственно говоря, любой предмет, который попадал в поле его зрения, он его ел, он его зажевывал. Этот ребенок был безречевой,
Мы никогда от него не слышали никаких звукокомплексов, никаких вокализаций, практически его никто не видел и не слышал. Другое дело, вот это очень серьезная особенность поведения, полевое поведение. Этот ребенок может уйти совершенно в любом направлении, в любую минуту. И этот ребенок нуждается в постоянной услуге ассистента. Иначе его поведение просто опасно для него самого. Ему все равно куда идти, зачем идти, что делать. И самое главное, он должен все время находиться в этом состоянии покоя для самого себя. Я хочу обратить ваше внимание на слово полевое поведение. Полевое — это слово поле. И наиболее комфортные для него условия, наиболее приемлемые для него условия, там, где он будет чувствовать себя комфортно, спокойно, и можно надеяться, что потом постепенно мы можем включить ребенка и в общение, в коммуникацию. Это вот как раз огромное свободное пространство где-нибудь за городом, в собственном доме, где никто его не будет ограничивать, никто его не будет хватать за руку, и он там будет чувствовать, будет себя спокойно. Для него, вот, собственно говоря, это идеальное место нахождения. А если такие детки у нас попадают в образовательную организацию, то желательно, чтобы в группе, где находится этот ребенок, вообще было по минимуму мебели, по минимуму игрушек, игрового материала. И вообще замечательно, чтобы была большей частью пустая комната. Так, это дети первой группы. Наиболее тяжелая группа, наиболее сложные дети. Так, вторая группа — это тоже тяжелые детки. Эти детки — тираны семьи. Вот как раз те, которых мы чаще всего слышим, те, которые устраивают у нас эффективные реакции, те, которые громко кричат, те, которые агрессируют, и очень сложно их остановить. Причем все наши старания урезонить, успокоить этого ребенка, они приведут к тому, что его реакция будет усиливаться. Так, обратите внимание. Вот. Причем, когда мы говорим о том, что дети с ранним детским аутизмом — это дети, которые не знают своих близких, они не привязаны к своим близким, как раз дети второй группы, вы видите, что они очень привязаны и к своим близким, к своей семье, к своему дому, и для них очень бывает трудно начать ходить в образовательную организацию, в детский сад. Я вам говорила о ребенке, который находился в детском саду ровно до без 15-11, потом он все собирался и показывал, что надо уходить. Больше у него уже не было возможности находиться в детском саду, и дальше были только агрессии. Все наши попытки останавливать его, придерживать его, заканчивались как раз вот этой высокой степенью агрессии. Агрессия, направленная на всех окружающих, агрессия, направленная на тех, кто рядом с ним. Вернемся к слову диагностика. Вот если мы с вами наблюдаем за таким ребенком, и он у нас находится в группе, мы не знали, что к нам придет такой ребенок, мы все это видим, мы должны очень четко знать, как с этим ребенком общаться. Потому что это тоже случай из практики. Этот ребенок не выносит, очень часто может дать агрессивную реакцию на то, что к нему обратились по имени. И такие случаи у нас были, сотрудники страдали от этого. Но что делать? Ребенок в этом не виноват. Он такой, какой он есть. Другое дело, что начать диагностическое обследование, начать диагностику деток с ранним детским аутизмом мы с вами должны с беседы с родителями. Вот если мы знаем, тут у нас два пути. Один путь — это когда к нам ребенок пришел с заключением по МПК, ему определена программа 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, то есть мы видим, что у ребенка расстройство аутистического спектра. Значит, у него могут быть те или иные особенности в поведении, особенности в развитии.
все равно мы должны с вами выяснить у родителей, какие бывают с ребенком проблемы дома, как он реагирует на свое имя, как он реагирует на изменения, даже такие простые, как изменение посуды. Мы деткам, которые к нам приходили с таким диагнозом, рекомендовали иногда приносить даже посуду из дома. То есть вот он привык пить только из этой чашки. И чтобы родители вот эту посуду приносили в детский сад, и чтобы ребенку каким-то образом облегчить привыкание, адаптацию к детскому саду. Я прочитаю вам опросников для родителей очень много, огромное количество разных опросников. Я очень простой зачитываю. Итак, опросник, который мы предлагаем заполнить родителю. Обследование коммуникативного поведения. Оценка использования жестов и мимики. Родитель ставит значок напротив того критерия, который он считает, что у ребенка присутствует. Итак, оценка использования жестов и мимики. 0 баллов. Ребенок не использует жесты. 1 балл. Ребенок показывает конкретной демонстрацией свою нужду, берет пищу из тарелки, ведет людей за руку и так далее. 2 балла. Ребенок показывает желание потрогать объект. 3 балла. Ребенок показывает объекты на расстоянии. 4 балла. Ребенок показывает простую нужду, например, что хочет пить. 5 баллов. Ребенок использует сложную мимику и жесты. И таким образом критерии, которые еще оценивает родитель, с которыми он нас должен познакомить. Оценка использования выражений лица при общении с окружающим. Точно так же балловая система. Оценка использования символических жестов. И оценка жестов, сопровождающих речь или ее попытки. Вот в процессе беседы, в процессе заполнения этого опросника воспитатели и педагоги выясняют у родителей поведенческие особенности ребенка, который к нам идет. Это один путь. То есть диагностика начинается с работы с родителями. Мы должны знать, что нас, собственно говоря, ждет впереди. И как реагируют. Если какие-то есть в семье особые приемы, когда ребенка останавливают у него агрессию, то с этими приемами родители должны нас познакомить. Другой путь, когда, собственно говоря, никто не знает и никто не принял ситуацию, что у ребенка раз, а мы знаем, что родители очень трудно принимают этот диагноз. Они считают, да еще у нас специалистов-то не очень много. У нас есть такие специалисты, которые говорят, что все это ерунда и все пройдет. Вот буквально чуть-чуть, пара лет или пара месяцев, и ребенок выйдет к норме. Но я хочу сказать, что прогнозы с такими специалистами очень лукавые, и родители могут потерять много времени, и неправильное поведение, неправильно организованное психолого-педагогическое сопровождение может нанести непоправимый ущерб и непоправимый урон ребенку с ранним детским аутизмом. Если можно вывести было этого ребенка на социализацию, на его вхождение, то при неправильной постановке коррекционного процесса мы можем привести ребенка как раз не к развитию, не к положительной динамике, а наоборот. Итак, мы с вами диагностику продолжаем, наблюдаем за ребенком, определяем, к какой группе ребенок относится. Вот это наиболее благоприятная группа, 3. Здесь ребенок, эти детки чаще всего способны вступать в контакт, они могут чаще всего быть социализированы, их можно обучить навыкам коммуникации, это очень сложно, это процесс длительный, но он может привести к успеху. Конкретно, вот я сейчас характеристики на детей вам показываю, у меня сразу возникает картинка того ребенка, которого можно отнести к той или другой группе. Ребенок 3 группы, у него расстройство аутистического спектра, хотя семья сопротивляется признавать эту проблему у своего ребенка, но это опять говорю, это их выбор.
Вот. Ребенок говорящий, причем у него такая взрослая речь, он очень много знает о компьютерах, он практически не переставая говорит о компьютерах. Первое, что он когда зашел ко мне в кабинет, первое, что сделал, когда зашел в кабинет, он сказал: у вас почему стоит тут 7-й Pentium, а не 10-й, все уже давно поменяли, а вы что-то отстаете. И он в основном и разговаривает об этом. Но поскольку я в компьютерной технике мало что умею, мне приходилось с ним его все время переключать. Однажды очень случайно мы занимались звукопостановкой. Он замечательно хорошо читал. У него хороший навык чтения. Он хорошо пересказывал. У него хорошо развита связная речь. Он практически не писал не потому, что не умел, это не сформирован был навык письма, а просто-напросто у него графические навыки не были сформированы. Он писал одно слово на половину страницы. Ну, конечно, нужно заниматься коррекцией серьезно, что, собственно, мы не делали. То есть у этого ребенка нужно было снова формировать графомоторные функции с самого нуля. Так вот, вы знаете, один раз, когда у нас мы ставили шипящие звуки, у него все звуки были, кроме шипящих. Мы ставили шипящие звуки, и звук пошел, у него замечательно все получилось. И чисто интуитивно я говорю: слушай, давай я тебя обниму. Я так хочу тебя обнять, потому что у тебя это все получилось. Я его обняла, и оказалось, для него это было очень важно. И потом многие задания он включал, во многие задания он включался, когда мы с ним договаривались, что вот у тебя получится, и я тебя обниму. У тебя получится, потом мы ввели значки и награды. Вот как раз вот этот ребенок 3-й группы, который был явно ориентирован на успех, ему было важно, что когда за ним приходил папа, я рассказывала папе то, что у него получалось. И вы знаете, контакт у нас пошел более близкий, у нас более продуктивный. И, в общем, мы к каким-то позитивной динамике пошли. Я не скажу, что у нас все здорово и замечательно получилось, но, во всяком случае, реально можно было видеть, что ребенок вот этой 3-й группы, он получает подтверждение своей успешности, и дальше он стремится достичь этого успеха. Так. Ну, ребенок это очень сложный. Самое главное, что проблема у него была в классе с детьми, с другими. Там неправильное поведение было детей. Когда оставили немножко, наверное, на самотек, нужно готовить не только ребенка самого для того, чтобы он ходил в класс интегрированно, интегрировать его в класс, а нужно и детей других, которые нейротипичных, которые занимаются в этом классе, тоже нужно готовить, что у нас в классе будет заниматься вот такой особый ребенок, и акцентировать внимание на том, что у него здорово получается и что он здорово умеет. Так. Ну, 4-я группа, вот как раз та группа, которая выпадает из наших привычных представлений о том, когда мы говорим, что детки не ориентированы на своих родных, они не ориентированы на своих мам. Вот это дети, как раз, которые висят на маме. И для них присутствие мамы очень важно. Они очень зациклены на своих близких, родных, потому как они астеничны, они быстро устают. И для них как раз вот тоже возможно усвоение общеобразовательной программы. Эти дети могут обучаться и в классах для детей с задержкой психического развития, и интегрированы быть в общеобразовательные классы. Программа у них, конечно, будет адаптированная. Так. Вот. Посмотрите, у ребенка есть желание включиться в окружающий мир, у ребенка есть желание социализироваться, но ему это очень трудно сделать. Другое дело, как замотивировать
окружающих педагогов к тому, чтобы они помогли ребенку это сделать. Так, мы сейчас вернемся к той таблице, на которую я вам обращала внимание. Вот она, посмотрите. А здесь мы говорим об особенностях. Опять-таки, если у нас с вами есть такие характеристики, наблюдая за ребенком, мы с вами можем, в принципе, сделать самостоятельный вывод, к какой группе ребенок относится. Посмотрите, пожалуйста, я хочу ваше внимание обратить на те программы, которые могут осваивать дети определенной группы. Посмотрите, первая группа. Нам говорят о том, что это дети могут осваивать программу 8.3 и 8.4. Но посмотрите, где предпочтительно должны дети заниматься. Это или специальное образовательное учреждение, или ребенок обучается на дому. То есть вот для каждой группы своя образовательная программа по 8. А для детей 3 группы нам предлагают, даже можно обучать этих детей в классах с задержкой психического развития. То есть они могут осваивать программу по 7. Вот эту программу я на пару минут оставляю вас с этой таблицей, чтобы вы с ней познакомились. Так вот, если к нам пришел ребенок уже с заключением по МПК, и у него прописана программа, которую он должен осваивать 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, то действия педагогов будут одни. А диагностика будет направлена на выявление образовательных потребностей и образовательных возможностей этого ребенка. Если к нам ребенок пришел просто с улицы, ну вот они живут в соседнем дворе, получили направление. Родители ведь не могут и не говорить, имеют такое полное право, хотя они только усугубляют состояние ребенка, что у него какие-то проблемы поведенческого плана или познавательного плана. Как нам замотивировать родителей обратиться на ПМПК и пройти свидетельствование там ребенка? Во-первых, если мы с вами наблюдаем за ребенком, если мы создали какие-то щадящие условия для этого ребенка, я хочу сказать, что когда мы ребенка с ранним детским аутизмом или с расстройствами аутистического спектра оставляем на полный день в образовательной организации, то есть ребенок туда ходит 10-12 часов, мы наносим сокрушительный вред состоянию его здоровья. Он не может находиться так долго среди чужих людей. Это для него огромная психотравма, и мы только усугубляем состояние здоровья. Такой ребенок должен находиться в образовательном учреждении, где в группе не более 6 человек. Или он находится мы его можем интегрировать в образовательный класс, в образовательную группу, в обычную группу, в обычный класс одного. Нельзя интегрировать ребенка сразу, если там еще есть дети с ОВЗ. И количество детей в этой группе должно быть сокращено до минимума. Это все прописано в ВГОС для детей с ОВЗ. Если ребенок попал в группу, где 30 человек, бывают такие условия. Если это небольшое село, где детский сад, там вообще одна единственная группа, разновозрастная, у этого ребенка должен быть ассистент. Опять-таки, это все прописано в ВГОС, ОВЗ. Ребенку с ранним детским аутизмом должен быть предоставлен ассистент одному. Ассистент для других категорий, там 3-4 человека, а с ранним детским аутизмом один ассистент для одного ребенка. Потому что очень часто, особенно дети первой группы и второй группы, это дети, которые представляют опасность для самих себя. Они могут уйти в любой момент. Воспитатель отвернулся на пару секунд, и ребенок исчез из поля зрения. Эти дети, которые не знают страха, они могут передвигаться по мебели как угодно.
удержать его очень сложно. Тем более у них порог болевой занижен. Он может упасть с высоты и не почувствовать. То есть он не проявит никак своих болевых ощущений. Поэтому нужно рассматривать режим пребывания ребенка с ранним детским аутизмом и условия его пребывания. Ассистентом ведь могут быть кто угодно. Ассистентом может быть и бабушка ребенка, который находится на пенсии. Если главная задача у нас сегодня – это социализация, то есть введение этого ребенка в детский коллектив. Так, ну, таблицу мы с вами закрываем. Так, что нам интересно из диагностики еще? Из диагностики нам интересно, что дети с расстройствами аутистического спектра – это дети, которые мыслят по-особенному. Когда вы наблюдаете за этим ребенком, когда даете какие-то задания, нужно помнить, что они не мыслят словами, они мыслят образами, они мыслят картинками. Они мыслят картинками. То есть, собственно говоря, задание на слова, ну, с каким-то словесным материалом, бессмысленно давать ребенок не сможет выполнить. Нужно будет ему серьезно менять задачи. Теперь, если это ребенок дошкольник, для нас показательной будет проявление его игры, насколько у него сформирована игра. Дети с ранним детским аутизмом не могут, у них не формируется сюжетно-ролевая игра, потому как они не вступают в коммуникативное общение, они не вступают в диалогическое общение, у них нет диалога, у них только монолог. Если у детей нормотипичных вначале развивается диалогическая речь, развивается диалог, а потом монолог, то у детей с ранним детским аутизмом у них диалога нет. Эту стадию они проходят, у них не формируется диалога. Поэтому, если нет диалога, значит нет и сюжетно-ролевой игры. Раз нет коммуникации, раз нет отношений, значит и сюжетно-ролевой игры тоже нет. У детей, страдающих аутизмом, у них манипулятивная, причем не характерная игра манипулятивная. Главным образом все игры деток этих заключается в том, что они выстраивают определенные предметы в ряд. Предметы могут быть совершенно разные. Кто-то выстраивает машинки, кто-то выстраивает фишки, кто-то выстраивает пуговицы. То есть ряды могут быть абсолютно разные. И если вы наблюдаете, что ребенок играет только в такую игру, значит, для педагога это может быть информативно. Какая-то что-то с ребенком происходит не так, надо понаблюдать за ним более внимательно. Следующий момент. Для деток с ранним детским аутизмом доминантные игры, когда они крутят все предметы. Для них интересно крутить, вертеть. Машинка им интересна не потому, что это машинка. Она передает образ настоящей реальной машинки, а потому что у нее крутятся какие-то части, конкретно колеса. Опять из опыта своей работы общалась с ребенком, который, ну, у мамы было определенное отношение к состоянию ребенка, и она просто запрещала это делать. Он крутил все, он крутил крышки, кастрюли, он крутил все, что можно крутить. Она запрещала, прятала, убирала, наказывала его, если он... Вы знаете, какую игрушку? Я знаю, что они были вне дома, на выезде где-то, и все убрали, что можно было крутить. Вы знаете, вот как он реализовал свою вот эту доминанту. Он нашел картонную коробку и палку, проткнул картонную коробку и стал крутить вот эту коробку на этой палке. Вообще, с точки зрения оценки его технических навыков и умений, можно сказать браво, ура. Не каждый ребенок дошкольного возраста догадался бы, как сделать вот эту крутилку. Но то, что это доминанта конкретно ребенка, страдающего аутизмом, это наводит на мысль о том, что этого ребенка необходимо показать специалисту и решать дальше, какие нужно создать для него условия особые для того, чтобы он развивался. Вот.
Я хочу сказать, что диагностировать можно ранний детский аутизм наличие. Мы не имеем права с вами выставлять диагнозы, люди другой профессии, а вот заподозрить по рисунку. Я хочу сказать, что дети с ранним детским аутизмом, у них тематика рисунков резко отличается от нейротипичных детей. Дети рисуют, опять-таки, свои сверхидеи, опять-таки, свои доминанты. Это могут быть сантехническое оборудование, это может быть электрическое оборудование, все что угодно. Вот на рисунке, если вы что-то видите, что это не домик, не цветочек, не дождик, не мячик, не дорожки, а вот такие рисунки, это должно, в общем, насторожить педагогов. Отличаются рисунки детей тем, что они очень часто вкрапляют в свой рисунок цифры и буквы. То есть наряду с рисунком они могут рисовать замечательных действительно людей, но там может быть вкрапление вот этих самых букв и цифр. Дальше, чем отличаются рисунки детей с ранним детским аутизмом? Они могут нарисовать одну и ту же мышку, но в динамике. Вот рисунок делит пространство листа на 4 части. Тут маленький мышонок, тут побольше, тут еще больше, тут большой. И опять стереотипность тематики. То есть изо дня в день, с утра до вечера ребенок рисует одну и ту же тему, один и тот же рисунок. Постоянно одна и та же тема. И еще особенности рисунка детей с аутизмом. Они очень любят закрашивать, если у них большое пространство, им надо закрасить, они закрашивают разными цветами. Это связано как раз вот с тем, что это детки астеничные, у них не хватает энергетики закрасить один и тот же предмет или одну часть изображения одним цветом, и они пытаются менять цвета и таким образом стимулируют себя для дальнейшей деятельности. То есть у них грибочек может раскрашен быть несколькими цветами. Такое вот многоцветие. Не потому, что восприятие этих детей направлено на разноцветие, и им очень хочется создать красивый яркий рисунок, а потому что не хватает у них энергетики закрасить один предмет одним и тем же карандашом. Было бы замечательно. Вот наши педагоги у нас в группе, которые работали с этой категорией детей, было много карандашей синих, разных, причем они разные по структуре. Цвет-то один, а структура-то разная. И когда реально ребенок рисовал, не закрасил, нужно было закрасить предмет розовым цветом, и ребенок пытается убрать розовый карандаш, но она устала этим рисовать, ей уже не интересно. Ей надо, и когда стимулировали взять розовый, но другой, по фактуре, по размеру, ну, чтобы рисунок-то был интересный. По-моему, как раз там гриб был, надо было закрасить, и вот она хотела его сделать разноцветным. Так, это из диагностики. Диагностика речи. Ну, тут настолько разброс огромный. Это дети безречевые, у которых мы с вами даже не услышим вокализации, мы не услышим никаких звукокомплексов. Это дети, которые мы можем предположить, что это ребенок внутри себя разговаривает. Мы можем предположить, что когда этот ребенок остается один на один, и когда вокруг него нет, он может разговаривать сам с собой. Он может разговаривать с теми предметами, которыми играет. Мы можем. Это может быть. Но с чужими в какой-то изменяющейся обстановке мы не услышим ни одного звука. До детей, которые владеют достаточно взрослой речью, высокий уровень речевого развития, у них достаточно большой активный словарь. Вот я вам говорила про мальчика, который там компьютерами занимался. То есть у него вот этот вот специальный компьютерный словарь был огромнейший просто. Если ты не специалист, то мог и не понять, собственно говоря, о чем он говорит. Вот. Разброс огромный. Но, как правило,
речь отличается грамматизмами. Особенность детей в том, что они неправильно используют местоимения. Как правило, эти дети заменяют, у них нет местоимения «я». Они заменяют местоимение «я» на местоимение «ты». И говорят о себе во втором лице. Как правило, особенно это касается мальчиков, когда они говорят о девочках, они заменяют местоимение «она» на местоимение «он». Потому что про него-то говорят он знает, что есть такое местоимение. А вот местоимение «она» ему непонятно, поэтому он может заменить. Как правило, словарь, я говорю, что есть дети с взрослым, богатым, активным словарем, но, как правило, словарь в объеме бытовом. То, что окружает его, собственно, и включено в его словарь. Дети, еще раз говорю, это дети-предметники, это дети, которые запоминают картинку, им интересна картинка, а это предметные дети, им интересны предметы. А вот слова им не очень интересны, поэтому они их, собственно, и не запоминают. Так, ну, вы знаете, характеристика у Сергея Морозова, у него есть большой труд по развитию речи детей с аутизмом. Там характеристика занимает, по-моему, порядка 10 страниц. Это очень обширная характеристика, там расписано все. Мы не будем, у нас нет просто формата такого, где мы могли столько много уделить этому времени. Итак, основное, чем занимается педагог при диагностическом обследовании ребенка с аутизмом, это наблюдение. Нужно быть очень доброжелательным, обстановка должна быть спокойна. Делать какие-то выводы первые буквально даже месяц-два нельзя, потому что это ситуация, которую ребенок еще только принимает. Я вам говорю, что обследование ребенка с аутизмом может длиться до полугода, а то и дольше. Мы для себя ставили задачу, что первый год считался у нас диагностическим. А первые полгода мы просто принимали всю ситуацию такая, какая она есть. Каждый день мы строили нашу профессиональную деятельность на следующий день. Мы между специалистами договаривались, кто что будет делать. Выходили на прогулки, участвовали в режимных моментах, потому что больше 2 детей, ни один взрослый около себя просто не имеет возможности держать, потому что каждого ребенка нужно держать за руку. Итак, мы определяли для себя первый год пребывания детей у нас в саду в группе для деток с расстройством аутистического спектра как диагностический. И дальше уже формировали, дальше уже занимались коррекционной работой. Так, ну и на сегодняшний день диагностическое какое-то обследование можно уже провести, наверное, опять-таки не обследование, а наблюдение с детками в раннем возрасте. Ранний возраст. Что мы с вами, что нас может насторожить, что мы можем увидеть у ребенка, малыша. Итак, аутистичный ребенок не фиксирует взгляд, особенно на лице, в деталях лица другого человека, не выносит прямого зрительного контакта, глаза в глаза. Еще раз хочу сказать, есть детки, которые вступают в контакт глаза в глаза. Первая улыбка, хотя и проявляется вовремя, но не адресуется кому-то конкретно. Нельзя спровоцировать этого ребенка на улыбку, на смех, на какие-то реакции двигательные, положительные. Он не реагирует. Он улыбается сам себе, но ни в коем случае не другим людям и даже не улыбается маме. Очень отстраненно ребенок относится ко всем окружающим. Он знает, что это его близкие люди, но никаких отношений, никаких реакций эмоциональных не проявляет. Если ребенок, он не просится на руки, он не просится, чтобы его взяли из коляски, он предпочитает находиться в кроватке, в коляске. Если ребенка взяли на руки, то он занимает, называется в простонародье, занимает позу мешка с картошкой. Он не пытается
занять комфортное положение, он не пытается прислониться, навалиться на взрослого, не пытается занять какую-то комфортную позу, он будет находиться вот в этом напряженном состоянии и ничего менять не будет. Очень часто маленькие дети, вот эти до года, они маму свою знают, но они ее никак не выделяют. Они могут себе выбрать значимого человека, другого человека, не мать. А на мать могут не реагировать никак. Детки в раннем возрасте очень, если они страдают ранним детским аутизмом, показательно как раз отношение к еде. Очень часто эти дети могут вообще отказываться от грудного вскармливания, от молока матери. У них свои приоритеты, у них свой выбор, а от грудного молока, материнского молока они могут отказываться. Так, они совершенно равнодушны к ласке. Они могут даже негативно реагировать на проявление ласки окружающих, проявление ласки родных и близких. И могут опять-таки быть не просто безразличными, а выдавать эффективную реакцию. Так, они избегают контактов с близкими. И я еще раз повторяю, могут избегать контактов с матерью. Итак, вот если такой опросник, если в беседе с родителями вы сумели получить информацию, что в раннем возрасте вот эти проявления имели место быть у ребенка, то значит мы с вами можем опять-таки предположить, что у ребенка расстройство аутистического спектра и послать его на специальное диагностическое обследование к специалистам, которые имеют на это профессиональное право. И мы с вами можем, кроме того, делать диагностические выводы, если страдает ли ребенок аутизмом, проводя сравнительную дифференцированную диагностику. Я сейчас попробую вам зачитать. Итак, дети с расстройствами аутистического спектра, дети с нарушениями слуха и дети с умственной отсталостью. Вот как они себя реализуют. Дети с расстройствами аутистического спектра, а ребенок с нормальным слухом не реагирует на речевые инструкции взрослого или проявляет к ним сильный негативизм. Ребенок с нарушением слуха как будет реагировать на это? При невыполнении речевых инструкций ребенок внимательно смотрит в лицо говорящего. Ребенок с умственной отсталостью. Дети по-разному реагируют на общение со взрослым. Но во всяком случае они показывают, что они вступают, пусть не в речевой контакт, пусть тактильный контакт какой-то, но они показывают, что они контактируют. Давайте дальше. Проявление ребенка с расстройствами аутистического спектра. Чем активнее взрослый пытается привлечь ребенка к общению, смотрит в глаза, гладит по голове, тем больше негативизма ребенок проявляет в ответ. Что с детьми с нарушениями слуха? Если инструкции сопровождаются жестами, мимикой, ребенок выполняет задание вместе со взрослым, но действует молча. Дети с умственной отсталостью как реагируют? Одни дети проявляют доброжелательность в общении со взрослым, другие упрямство и негативизм. Наблюдается низкий познавательный интерес. Вот если в наблюдении у нас с вами, при наблюдении мы увидели вот такие разные реакции, мы можем заподозрить, что у ребенка может быть проблема сенсорного характера, проблемы со слухом. Можем предположить, что у ребенка могут быть проблемы ментального характера, то есть нарушение познавательной сферы. А может быть, у ребенка есть расстройство аутистического спектра. А дальше опять мы направляем этого ребенка, мы пытаемся аргументированно доказать родителям, что им нужно пройти обследование. Если с ребенком все хорошо, все нормально и нет таких сложных нарушений, значит динамика будет, но при правильно построенном психолого-педагогическом сопровождении результат будет положительный. Если у ребенка все-таки будет определен какое-то расстройство аутистического спектра,
то, значит, нужно, чтобы в этой ситуации работали специалисты, медики, специалисты, педагоги, дефектологи и специалисты соцпедагоги, которые будут решать вопрос социализации ребенка. Так, вот на сегодня у меня все. В прошлый раз, я не знаю, показывала ли вам этот список книг о детях с расстройствами аутистического спектра. Наверное, мы с вами простимся на сегодня. У нас остались еще несколько занятий. Я еще раз обращаюсь к вам с просьбой, будьте добры, представьте, пожалуйста, вопросы, на которые бы вы хотели получить персональные ответы. Мы планируем последнюю встречу в виде интервью, где бы мы могли адресно ответить на ваши вопросы.